Красочное, масштабное и глубокое по смыслу культурное событие – это возможность окунуться в историю, перенестись на столетия назад, прочувствовать уникальность и разнообразие национального колорита народов, проживающих в Молдове. Свадебные венчальные платья, национальные ковры с вековой историей, старинные шелковые рушники – все это было представлено на фестивале. Коллектив театра «Истороклей» представил приданное невесты, которые дарили в 1950 году. Первонаперво это, конечно же, сундук, сындык по-нашему. Дальше, что мы смотрим? Это килимчество, черденчество по-нашему, чердет. Потом обязательно дарилась невесте, это ковер, вот такой вот ковер интересный, красивый. И еще обязательно невеста должна на чем-то спать, поэтому спали они на душек. Вот он, этот душек. Далее укрывались, конечно, невеста же наша на юрган, это одеяло. И потом еще невестам дарили, конечно же, разные ткани. Это димия, кадрела и нахтарлия. Что еще? Это возглавница. Это как бы ложились на подушки. Ковер в жизни гагаузов, болгар и молдаван занимает особую роль. Он приносит в дом людей тепло и уют. Также это показатель статуса. В старые времена считалось престижным, когда у невесты в приданом был настоящий ковер. В музее города Тараклии есть ковры, которым 150 лет и больше. Этот ковер нам достался от Тамары Михайловны Греко-Печевой. Она известная керамистка Республики Молдова. И ее супруг Дмитрий Петрович Печев, чья галерея открыта в городе Тараклия. И этот ковер ей достался от матери Эсфиры Греку. Эсфира Греку ходила по Молдове и занималась автентичностью. И на всех своих керамических работах она именно автентичность и показывает. То же самое она сейчас передавала, как бы раньше передавала своей дочери, а сейчас Тамара Михайловна передает эту автентичность мне, любовь к искусству, к автентичности, на что я сейчас и ставлю акцент в нашем музее. Национальную одежду болгар продемонстрировали гости из села Калибабов Калевского района. Примар из Кимжи Иван одет в костюм, которому 100 лет. Этим самым он показал пример, что свою историю и традиции забывать нельзя. Почему я так выгляжу и что это значит? Для меня очень важна традиция и культура. Это стержень человечества. Без этого никак нельзя. Поэтому я решил таким образом показать, что в селе Калибабовка культура сохраняется, и мы приверженцы того, чтобы продолжать дальше эту традицию и передавать ее следующему поколению. Во время фестиваля были продемонстрированы национальные костюмы, созданные Лидией Тодевой из Чедерлунги. В одно из платьев была одета и башкан Гагаузии Евгения Гуцу. Мы стараемся использовать в основном натуральные ткани, фактурные, нарядные, показать образ гагаузочки не бедной, праздничный наряд. И доказать, что он не только был трудолюбивый народ, но разбирался в моде, чувствовал и цвет, фактуру. И люди были со вкусом, наши предки. Это не просто наши традиции и обычаи, это непревзойденные элементы искусства и настоящие шедевры, унаследованные от предков, отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Наши гости, которые не только с гагаузской автономии приехали, а также приехали с других регионов нашей страны, приехали из-за рубежа, а именно с России, с Турции, с Украины. Мне еще очень приятно то, что сегодня мы смогли увидеть экспонаты гагаузской культуры наших братьев с Украины. И действительно, мы должны это еще раз показывать, что культура, когда едина, то никогда не надо сталкиваться по отношению к политике. Поэтому мы должны сохранить все, что у нас есть, и, конечно же, передавать нашим будущим поколениям ту красоту, то, что мы получили от наших предков. Фестиваль национальной культуры Гагаузской Рафы продолжился концертной программой с участием звезд гагаузской эстрады.